Ветер стих, деревья облетели, и не то чтоб строчки отмелели, можно сосчитать, да ни к чему, что я сторож брату моему, брату по письму и по свирели. Мы еще так много не успели. Он ушел один в ночную тьму. Что я сторож, плачу моему, вспоминаю памятные лица, след соленый на пустой странице. Словно предисловие к письму, не понять ни сердцу, ни уму, был ли зверем или днем недели, был и жил, и знал на самом деле, что он сторож слову своему. Просто очень грустно, на самом деле. Талантливый человек ушел, никто ничего не знает, да? И сам факт, у нас, в принципе, в 88 году я писала диплом по Николаю Рубцову. И публикаций было 1,5 штуки. Ну, то есть в библиотеках вообще ничего не было, да? Прошло столько 20 лет, там с лишним. И теперь море всего можно найти. Море, может быть, дай бог, чтобы Сумма была такая же судьба, и местная литература веды как-то подняли это имя чуть выше, чем оно сейчас находится. Как говорится, дай бог. Два стихотворения прочту, противоположные друг другу, видимо, две стороны, и победила все-таки одна из них. Умер, не всплакнули и не ахнули, закопали в стылый перегной, и вообще насмешливые ангелы роем мельтешили за спиной. И вообще звезда моя колючая высветлила в тлеющем мозгу все, что было горшего и лучшего, наизусть, как есть, мазок к мазку. А другая, вдрызг необычайная, бьющая алмазную дугой, словно озорное обещание жизни, милый Господи, другой. Но о той загадке ли, приманке ли, достоверно только нам двоим. Черные клекочущие ангелы принесут меня к стопам твоим. И напутствие. Знаешь, вечное время забот и сует брать с собой в дорогу плохая примета. Только радость и свет, только радость и свет, только радость и свет, ничего, кроме света. Что ж ты губы кусаешь и хмуришь чело, и опять обреченно взыскуешь ответа? В этом мире, где вечного нет ничего, в этом мире, где нет ничего, кроме света. Вот. Жалко, что вот не перевесило, да, второе стихотворение вообще по жизни, потому что уход человека — это вообще трагическая вещь. Уход талантливого человека — это трагическая вещь вдвойне, а уход сильно талантливого человека, ну, я думаю, это вот невосполнимая потеря. Я не знаю, как учить поэтов, тонких, чувствующих, такое вот твердолобое, такое толстокожее время креативных, активных, энергичных выживать вообще. Должна быть школа психологическая. Для выживания поэтов, я не знаю, может быть, это журналы должны делать, я не знаю, кто их должен носить на руках и, ну, продлять их жизнь. Кто-то вот должен, наверное. Библиотека. Не знаю, кто. А, кстати, давайте лучше не будем такой панихиду устраивать, а лучше говорим о чем-нибудь, кто-то что-то прочитает. Потому что, вот, кстати, про Алексея, мне почему-то вот сейчас вспомнилось, как вы говорили, приезжал автор книги. Варламов? Варламов, да? Недавно. О Платоне. Да. И вы сказали, что есть поэты. Владеющий словом, Вот, владеемый. Владеющий и владеемый. Вот он владеемый, сразу вот, видно. Ну, нет, по-моему, это чушь собачья, потому что нет. На самом деле, ну, если не владеет словом, то это не поэт. А если как бы, ну, нет людей, которые пишут стихи, не владеемые словом. То есть пишут, как правило, с детства, то есть на них уже как бы какой-то есть знак. Другой разговор, что они найдут вот эту дорожку или нет, найдут свой звук, свою тему или нет. Это был эстет. И мы сейчас с вами говорим о нем, как вот такая букашечка вот промелькнула, вот Божий такой вот ангелочек вот блеснул. Что мы так говорим. Да. А на самом деле это был эстет со своей как бы поэтикой, со своим представлением, не ведомый своими комплексами, ну что там у лириков полагается, страхами и проблемами человека. Вот что хотел сказать. Для смертников нынче у нас командирские пайки и 100 фронтовых. И на выход совещания. Свища веселый вальсок про пулю в висок его ли. На кителе новые дырки для новых наград. Высокий околыш фуражки пропитан росою. А завтра пантеры и тигры войдут в Сталинград.
и русские дети их встретят железом и солью. Ты видишь, как диск сумасшедшей луны поставлен дрожащей рукою на прожиг, на прожиг, на прожиг. В тот вечер никто не вернулся с войны. И век мой ни капли не дрожит. Сотри этот сон до конца. Пока в уютной раковине дома поглаживаешь пыльный корешок случайного расхристанного тома, вернейшая из седативных средств записки из игрушечного ада, когда своя-то жизнь на свет, на срез, одно недоумение и надсада, а надоест бумажная отсчета, сработай рюмку и повесь на гвоздик просроченные жухлые счета за позапрошлый снег и воздух. Оконное стекло, прижав к колбу, с ленивым любопытством домоседа, следи, как жизнерадостный питбуль выгуливает хмурого соседа, а то потянет серой или дымком сеактивист хронический домком Акакий Асмодеевич Фаршмакин, буровей хрипя скребется в дверь, а за окном мяучит жилхоз-зверь и подает загадочные знаки. Дружок, тебя разделают на фарш, потом пошлют долбить киркой окопы. Шиит пархатый, нет, паршивый парш, забывший в попыхах обрезать стропы. Ты кто вообще такой, чтоб нарушать? Здесь вам не тут, проедем в отделение. Ах, вот он как, вяжи, Япона-мать. И в рапорт оказал сопротивление при задержании, а поутру едва уплатишь штраф и за порог дежурки, стрижи и голубиная братва, и разливное, жизнь она права кругом, а толку-то качать права, когда такая глупь и синева, такая, блин, до обморочной жути. Вот взять да и упасть с небесной шелки, пусть приходят с понятыми надом, но все непоправимо хорошо и навсегда, и лучшего не надо, под вечным спудом атмосферных глыб, под этим игом светлым и всесильным. И вот ты плачешь без стыда навсхлип над книгой, вестью или спящим сыном. Есть русский язык, который находится вне нас, в книгах, ну везде он находится как бы отдельно от нас. Человек рождается в этот мир, начинает как-то, родители ему говорят слова, он принимает, ну то есть извне приходит к нам этот язык. И как можно говорить о том, как можно, кто ведомый и кто владеет этим языком или языком владеет. Это просто два разных явления. Человек и язык. И вот появились, вот, допустим, я и русский язык. Появились вот отдельно, до тех пор, пока я не стал говорить как бы на этом языке. Вот мы начинаем взаимодействовать с этим языком, и он становится мне, и самое ближайшее слово здесь, он мне другом становится. Вот просто таким товарищем. Бывают стихи, у меня лично, бывают стихи придуманные, исключительно придуманные, то есть работой ума, точнее прозы. Вот. Бывает, когда просто идет вот такая вот трансляция. И это просто каждый, кто как называет, и это способ, это не качество поэта, который как-то пишет, это просто способ. А вот способ, да, но, как правило, я не знаю, но я могу вот отличить, вообще-то говоря, или мне кажется, что я могу отличить стихи, написанные умом, и вот и как бы трансляцией такой вот, что называют трансляцией. Но все равно умом, только мысли хватаешь и записываешь, а другое дело сидишь и придумываешь. Так вот, когда сидишь и придумываешь, они более сухие, более скучные, более какие-то искусственные, в том смысле не от слова искусства, а сделанные. Это не тубаретка стихи-то, это и тубаретку можно сделать, но там нужно вдохновение. А вот то, что приходит, как бы приходит откуда-то, и ты записываешь, это как полет чего-то. И вот это они, диагноз уже. ну, наверное, да. Женщина читает Нору Робертс, объяснимые прелести клопы, постарали жизни насекомых, эксклюзив страданий каждой паре. Все мы здесь, жуки да носороги, муравьи коричневых угодий, ходим на охоту за добычей, меру мяса пламенного стада.
носит каждый на скрижале тело. Годовые кольца линий жизни о судьбе еще не возместили, о сомнениях, о причинах смуты в головах или речах не ближе и знакомей линия Венеры. Запястье, линия печали от запястья до холма Венеры. Длинный путь ее прослежен где-то здесь, на рубеже подножья. Мне с лихвой хватило отсуждения, осторожной трезвости поступков, нормы одиночества отмерят, знаком вычитания желаний, путь из детства в дальние чужбины. Женщина читает Сандру Браун, мелкий шрифт, бумажной одежды, о помолвке Вольфрика де Торпа с леди Мелисент Криспин, о муках, истинной любви, крови и страсти, о влечении двух полов друг к другу. Это будет смешно и грустно. Перечень не по содержанию. Доп. Тираж 5000 экземпляров. Выпуск номер 323. 1 616 000 бесконечных слепков. Утро, вечер. Сказка старшим детям. Назидание, чтобы вновь на рубеже столетий повторилось все, как в прошлом веке. Феминизм, мораль и новый роман. Впрочем, дети книги не читают. Дальний сран коричневого сада и орнамент на кофейной гуще. Легкий запах пряности и лавра, алый цвет растительной герани в глиняном горшке, в пыли окошка, самый настоящий прапраправный эмигрант в 30-м поколении Африки, где бури, негры черные хлопают в ладошки. Впрочем, дети книги не читают. Я читаю Жданова Ивана, первого метафториста, просто лучший, суть дитя природы, бобр знакомый, бедный нищий Йорик, Диоген, из аборигенов. Мнил себя он собственным телом, говорил мне, солнце не садится, ибо в мире нет такого стула, шириной форму сосветило. Всем планета подставляет щеку, вот как я и подставлю другую, и рукою обгоняет муху, на мгновение закрывает солнце. Мне приснилась книга Даниила, местное явление природы. Пролетел над небом ангел снега, над пустынной города и сердца, в стеклах темных окон отражаясь, а в Европах холод, перемене, мест одежды. Судя по погоде, в темном небе душ, толпотворение, в колее иголок снега обжигают голые ладони меткой траектории полета, снегом липким склеены деревья, и кустарник ежиком колючим слонился к телу автострады. Ты откуда, брат, Гипарборея? Хуже гостя только гость, незваный, ходит морем, сотрясает сушу, дует в уши, лезет сволочь в душу, строит в море белые барашки, волны котик, гонит стар, берег камни разбивая, камень первый спаривает брюхо, белой кровью грех свой искупая, новый камень рассыпает звезды, бисектрисы голосов и капель, третий камень собирает влагу, соль столетий в линии ладони, что еще, что будет кипеть дальше, лбы, бараны, раны течь из крана, стук воды, водопроводный звук железный, нота до встречи, до терпения, прочитать сначала до начала, жизни новой, и увидеть небо, и однажды навсегда вернуться.